Ежегодная атрибутика новогоднего стола требует проявления фантазии у всех домохозяек. Предпраздничная суета с выбором елки и подарков также дополняется размышлениями, а чем же порадовать любимых. На дворе снег, снег на дворе, на столе салат оливье. Оливье и майонеза побольше. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы в гостях у одной из участниц группы «Супер мамочки». Зовут ее Альбина. Здравствуйте, дорогие телезрители! Здравствуйте, Екатерина! Сегодня мы поговорим о том, как же можно креативно подойти к украшению новогоднего стола. Посмотрим абсолютно другим взглядом на привычные блюда. Сегодня я хочу вам рассказать, как обычное оливье подать в необычном, интересном новогоднем формате. По некоторым данным, первоначальный рецепт оливье содержал мясо рябчиков, телячий язык, паюсную икру, листья салата, отварных раков, маринованные свежие овощи и неизменно яйца вкрутую, также майонез провансаль. Вид этого блюда стал выражением французского «фи», так как изначально овощное ассорти было лишь украшением мясной нарезки из дичи, увенчанное густым соусом. Посетители ресторана Люсьена Оливье, который и есть прародитель зимнего салата, для пущей вкусности варварски смешивали все ингредиенты и превращали изысканное блюдо шеф-повара в одну пеструю сытную массу. Сегодня мы рассмотрим вариант этого блюда как советский символ достатка, с теми же привычными с детства ингредиентами. Самое главное, мы должны нарезать все очень мелко. Так оливье получается вкуснее. Давайте начнем с овощей. Екатерина, вы нарезаете кубиками морковь, а я буду картошку. То есть стараемся нарезать все мелко. В этом салат будет намного нежнее. Напомним ингредиенты современного салата. Нам понадобится 4 отварных средних моркови, 8 яиц, сваренных вкрутую, 3 крупных отваренных картофелины, полкило вареной колбасы, которые сегодня доступны всем, не то что 30 лет назад. Пусть будет скатерть белой, и пусть гостит в семье бутылок запотелых красавиц оливье. Для тематического украшения салата потребуется 2-3 желтка, столько же белков, 2 моркови и маслины, что мы оставляем. Остальные ингредиенты на вкус хозяйки идут в основную часть салата. Морковки я порезала достаточно. Да. А какой наш дальнейший этап? Дальше нам надо будет колбасу также мелко нарезать и яйца. Можем, в принципе, все уже готовую нарезку Да, можно смешать укладывать. в чаще, да? На вкус и цвет товарища нет. Современное разнообразие продуктов позволяет фантазировать и экспериментировать со вкусами. Проблемы не пугают и кризис не побьет. Мы все равно красиво встретим Новый год. Народ простой бывалый и держится в седле. Пока еще хватает на праздник оливье. Мы нарезали уже колбасу, морковку, добавили крашеные яйца, и вы уже добавили горошек. Какой наш следующий этап готовки этого салата? Сейчас, как обычно, нам надо будет его заправить с майонезом. Майонеза я стараюсь ложить в минимальном количестве. Все ингредиенты смешиваются. Вы добавляете какие-нибудь приправы, допустим, также подсаливаете, либо, может быть, черный перец, какие-то травы в салат? Да, можно его подсолить, чтобы вкус был ярче. Совсем немного, потому что колбаса, она уже у нас достаточно сама по себе идет соленая. Сейчас мы будем формировать наш салат. Екатерина, вы можете пока натереть морковку, она нам нужна для украшения. Также яйца. На мелкой или на крупной терке лучше? А морковку надо на крупной. Яйца будем натирать на мелкой. Есть догадки, то, что грядущий год у нас по восточному календарю это год собаки. Наверняка здесь будет присутствовать какая-то животная атрибутика. Да, все верно, это будет мордочка собачки. Итак, что нам понадобится для конечного оформления? Натертая отваренная морковь раскладывается в форме мохнатых ушек, а натертые яичные желтки превращаются в щеки. Белок измельченной на терке обрамляет верные глаза собаки. И вуаля! Новогодний спаниель
из вареной колбасы. В принципе, очень даже интересно будет это, в принципе, как взрослым, так и детям увидеть такое украшение на своем новогоднем столе. Маслины нужны для придания образу собаки четких контуров и обозначения глаз, носика и то, на что позволит вам ваша фантазия. Похвастаемся вашим творением, вашей идеей. Вот так выглядит новогодняя собачка, которая наверняка будет сама рада оказаться под Новый год рядом с вами. Мы поделились с вами простыми идеями, простыми, какими бывают и собаки. Желаем вам тепла, любви и, конечно, здоровья. Приятного аппетита!